Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшикшара. Владимир Путин вступил в должность президента Российской Федерации после принесения присяги. Церемония инаугурации прошла сегодня в Большом Кремлевском дворце. Избранный глава российского государства получил право находиться на посту еще 6 лет, до 7 мая 2024 года. Выступая на инаугурации, Владимир Путин подчеркнул, что Россия должна быть современной и динамичной, идти в ногу с глобальными переменами. Это уже 4-й срок Владимира Путина на посту главы российского государства. Два его первых срока продолжались по 4 года. После внесения поправок в Конституцию России мандат главы государства был продлен до 6 лет. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил Владимира Путина со вступлением в должность президента Российской Федерации. Мудрый выбор российского народа еще раз подтверждает их доверие выбранному вами курсу, направленному на дальнейшее развитие обороноспособного, экономически сильного и стабильного государства, отметил Рауль Хаджимба. Президент Абхазии считает упрочнение союзнического взаимодействия между нашими странами и дальнейшее укрепление стратегического партнерства важнейшим направлением внешней политики Абхазии. Рауль Хаджимба высказал убеждение, что деятельность Владимира Путина на посту президента Российской Федерации будет и в будущем способствовать укреплению абхазо-российских взаимоотношений, основанных на отношениях дружбы и взаимного доверия наших народов. Сегодня в Сухуме у памятника неизвестному солдату прошла генеральная репетиция торжественного прохождения парадных расчетов Министерства обороны в честь победы в Великой Отечественной войне. 9 мая в торжественном прохождении также примут участие военнослужащие 7-й российской военной базы и погранслужбы ФСБ России в Абхазии. Репортаж Ирина Ашпа. 9 мая исполнится 73 года со дня окончания самой кровопролитной в истории человечества войны. День победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне был и остается одним из самых главных и значимых праздников в России, в странах СНГ и, конечно же, в Абхазии. По традиции, в этот день в честь бессмертного подвига участников войны во многих странах проходят парады. С 1 апреля военнослужащие Министерства обороны Абхазии приступили к подготовке торжественного прохождения. В соответствии с приказом министра обороны с 1 апреля мы начали репетировать. Помимо тех репетиций, которые проходят здесь, на набережной Махаджиров, мы ежедневно занимаемся в училище, офицеры занимаются строевой подготовкой. На сегодняшний день я могу с уверенностью сказать, что курсанты училища готовы к прохождению, всем необходимо обеспечены. Я думаю, что 9 мая мы пройдем достойно, покажем нашей стране, нашим ветеранам, что у нас есть армия, что то, что они сделали для нас, подрастающего поколения, это не забыто, и мы будем продолжать. Стройным шагом молодые солдаты проходят мимо памятника неизвестному солдату. 73 года назад их деды и прадеды, воины-победители, шли таким же шагом по главной площади Советского Союза. Радует, что и сегодняшнее поколение хорошо понимает, насколько важен День Великой Победы. В этом празднике мы участвуем с большим уважением, относясь, так как это для нас знаменательный день, учитывая то, что парад, прохождение, мы должны отнестись к этому очень торжественно, очень ответственно, что мы и делаем на сегодняшний день. Принимавший парад министр обороны Мираб Кишмария оценил готовность к прохождению на хорошо. Сопровождать пешие колонны военнослужащих будет сводный оркестр, состоящий из духового оркестра Министерства обороны и оркестра 7-й российской военной базы. Больше месяца идут тренировки пеших колонн парадного расчета для того, чтобы 9 мая здесь, на этом месте, чтобы прошли колонны. Сегодня была генеральная репетиция, оценку хорошо поставил министр обороны. Думаю, что 9 числа мы проведем на достаточно высоком уровне. День Победы в Великой Отечественной войне стал для всего мира символом смелости духа, мужества и героизма советского народа. И хотя ветеранов войны с каждым годом становится все меньше, все мероприятия, которые проводятся в этот день, в их честь. Торжественное прохождение начнется 9 мая ровно в 11:00, сразу после возложения венков и митинга, посвященного Дню Победы. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.
Сегодня же в Министерстве обороны состоялось торжественное собрание, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне. Из более чем 55 тысяч воевавших сыновей и дочерей Абхазии 17 430 человек не вернулись домой. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания, дань уважения ветеранам, светлая память павшим, сохранение и развитие боевых традиций. Важнейшая задача личного состава Министерства обороны отмечалась на собрании. В честь праздника за добросовестную и безупречную службу ряд военнослужащих были награждены медалью за безупречную службу. В честь Дня Победы для личного состава Министерства обороны был организован праздничный концерт. Песни военных лет для офицеров исполнили Артур Лакраба, певица Мана и студенты музыкального училища. Праздник, объединяющий все поколения, навеки вписан в историю. Пример героической стойкости, беззаветной преданности родине поколения победителей в Великой Отечественной войне всегда вдохновлял и определял линию поведения тех, кто уже в период Отечественной войны народа Абхазии защищал свою родину, отметил в поздравительной речи министра обороны Мераб Кишмария. Проявляя беспримерный героизм, верность воинскому долгу и безграничную любовь к родине, они вписали немало ярких страниц в героическую летопись Великой Отечественной войны. 22 воина из Абхазии стали героями Советского Союза. Сегодня нынешнее поколение воинов вооруженных сил добросовестно выполняет свой воинский долг, проявляет выдержку и стойкость, совершенство боевого мастерства. Дан уважение ветеранам и светлая память павшим, сохранение и развитие боевых традиций – важнейшая задача личного состава вооруженных сил Абхазии. Сердечно поздравляю ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, личный состав вооруженных сил с Днем Победы. Союз журналистов Абхазии объявил конкурс на лучший очерк и документальный фильм об Отечественной войне народа Абхазии. Проекты, приуроченные к 25-летию Победы в Отечественной войне и десятилетию международного признания независимости Республики Абхазия, обсудили на очередном заседании Президиума Союза журналистов Республики. В первую очередь это творческий конкурс Союза журналистов на 2018 год на лучший очерк и документальный телефильм о героях Отечественной войны, о военных операциях на фронтах, о боевых подразделениях абхазской армии. Делегация Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса во главе с председателем президиума Мусой Экзековым находится с трехдневным визитом в Турции с целью налаживания связи с диаспорой. Руководству ВААК был оказан теплый прием в Федерации абхазских культурных центров в Турции. В рамках визита прошли встречи с главой Федерации Атануром Аксоем и другими представителями диаспоры. На встречах присутствовали полномочный представитель Абхазии в Турции Вадим Харазия и министр по репатриации Беслан Дыбар, находящиеся в эти дни с визитом в Стамбуле. Делегация посетила выставку абхазских рукодельниц в городе Адапазар. Кроме того, делегация приняла участие в большом празднике в селе Балбалы региона Сакария. Мероприятие, на которое собралось около 5000 человек, было посвящено 14-й годовщине принятия старейшинами запрета стрелять на абхазских свадьбах. Ежегодное празднество проводится в знак благодарности молодежи за соблюдение принятого решения. Поскольку запрет стрельбы на свадьбах некогда стал знаковым событием и для всей правоохранительной системы Турции, праздник посетил министр внутренних дел Турецкой Республики Сулейман Сойлу. Муса Экзеков поприветствовал собравшихся и заверил в дальнейшем и эффективном развитии отношений между ВААК и диаспорой в Турции. В Сербском национальном театре города Нови Сад состоялась грандиозная премьера балета «Пиноккио» по мотивам рассказов итальянского писателя Карло Коллоди. Автором музыки к балету «Пиноккио» является народный артист Абхазии Надар Чанба. В премьере балета участвовали артисты Государственного ансамбля песни и танца Абхазии. Сегодня в Министерстве культуры состоялся брифинг, посвященный прошедшей премьере балета «Пиноккио». Репортаж Али Китрапш. Балет «Пиноккио» – это самый масштабный проект Сербского национального театра в 2018 году. В его подготовке участвовало более 300 человек. Хореограф – один из лучших балетмейстеров Сербии – Драган Еренкич. Музыку к балету «Пиноккио» написал народный артист Абхазии, композитор, дирижер Надар Чанба. Соответствующее предложение ему поступило еще 10 лет назад. История началась еще в Сеуле, когда я работал профессором университета. Приезжал туда ставить сербский хореограф Драган Еренкич. Мы познакомились, естественно, и в ходе беседы он предложил мне написать музыку к «Пиноккио». И ментально я очень был далек от «Пиноккио»,
Но заинтересовала меня эта тема. Очень важно, что Надар Джамбо помимо испанского болеро, тарантеллы, сербского коло в балет включил и элементы абхазского танца, который отлично вписался в концепцию балетной постановки. Его исполнили 4 артистов государственного ансамбля песни и танца Абхазии. Это был их первый опыт в классическом балете. И, несмотря на волнение, артисты справились с поставленной задачей. Балет в нашем опыте это первый раз. Ну, естественно, тоже волновались, волнения присутствовали, но и тем не менее, я думаю, да, интересно было, конечно. Я думаю, у нас получилось. К примеру, «Пиноккио» в Сербском национальном театре посмотрел заместитель министра культуры Абхазии Батал Кобахи. По его словам, балет получился очень интересным, и сербский зритель принял его с большим восторгом. Были такие аплодисменты, такие вот крики «Браво!». И когда мне министр подошел, говорит, никогда такого не было. И там, ну, обычно аплодисменты, а тут не смолкают, пришлось остановить балет, чтобы дать возможность до рукоплескать. Министр культуры Абхазии Эльвира Арсали отметила, что балет «Пиноккио» позволил сербскому зрителю увидеть малую часть абхазской культуры. Мы часто говорим о том, что мы хотим, чтобы абхазская культура была частью мировой культуры. Мы считаем искренне, что так оно и есть. И я когда вижу испанский танец, сербский, абхазский, которые органично соединились в этом балете, мне кажется, это очень большое на самом деле без преувеличения достижение. А для вас, я думаю, что это тоже замечательная, интересная была история. Министерство культуры Абхазии ведет переговоры о сотрудничестве с Сербским национальным театром, чтобы привести балет «Пиноккио» в Абхазию. Алика Трапш, Роберт Ломья, Абхазское телевидение. Абхазский молодежный театр порадует своего зрителя премьерой «Третий день войны», которая состоится 10 и 11 мая. Спектакль поставлен по рассказам абхазского писателя Шалоди Аджинджел. «Третий день войны» – это задумка художественного руководителя молодежного театра, народной артистки Абхазии Софы Агума. Постановка объединила в себе 2 рассказа писателя Шалоди Аджинджел. Название «Третий день войны» спектакль получил не случайно. На сцене разворачиваются события, имевшие место в начале Отечественной войны народа Абхазии. Именно на третий день войны, и которые, к сожалению, знакомы многим из нас. Война всегда снимает со всех маски. Ситуация, когда сосед, который столько лет был другом и в одночасье стал врагом, пришедшим в твой дом уже не на чашечку кофе, а убивать знакомо многим. Конечно, это было неожиданно для абхазской семьи, где убивают ребенка. Тяжело будет и зрителям, тяжело и нам, как и тяжело режиссеру, потому что все это все равно это все воспоминания. Оно же не где-то так далеко, это же невозможно оторвать от сердца. Спектакль приурочен к 25-летию со Дня Победы в освободительной войне народа Абхазии. Его главная цель – донести до молодежи, насколько важно ценить Родину, показать, какой ценой добыта омытая кровью победа над врагом. Тогда, в 1992 году, война неожиданно ворвалась в мирную жизнь народа и принесла горе практически в каждый дом. Актеры молодежного театра признаются, что для них это один из самых сложных спектаклей. Для меня играть врага морально сложно. А во-вторых, учитывая то содеянное этим человеком и его друзьями, так скажем, да, естественно, вжиться в роль и поверить в то, что ты на самом деле это делаешь, ты на самом деле своими руками уничтожаешь целую семью. При этом, естественно, реакция зрителей, естественно, будет очень суровая, но тем не менее, это наша история, и историю нужно показывать в том виде, в котором она была. Актеры уверены, что им удастся переместить зрителя в события 25-летней давности, в третий день войны. В день, который начался мирным утром с теплыми посиделками с соседями, а закончился кровавым предательством.
Накануне в Сухуме состоялся забег «Ран Сухум», приуроченный к 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и соревнования по триатлону 2018. Организаторы спортивного праздника Федерации триатлона Абхазии и России, администрация города Сухум, Госкомитет по физической культуре и спорту и другие отмечают, что цель мероприятия – пропаганда здорового образа жизни. Судя по количеству участников, праздник удался на славу. Первый сухумский забег был проведен еще в прошлом году. Сегодня количество участников сухумского забега увеличилось в 2 раза, так как принять участие в них мог любой желающий. Только на забег было зарегистрировано 500 человек. В мероприятии участвовали взрослые и дети. Все они показали хорошие результаты. Сложно было бежать, болит, все, упасть хочется в обморок, ужас просто. Но победа за тобой, да? Это всегда за мной. Главная цель сухумского забега – пропаганда здорового образа жизни, привлечь как можно больше людей к занятиям спортом. Мы не про спорт высоких достижений. То, что мы делаем сейчас, это массовые виды спорта, доступные всем гражданам. Мы говорим о любительском спорте, мы говорим о том, чтобы мы могли утром выйти на пробежку, чтобы у наших жителей была возможность принять участие в таких забегах, как Сухумский забег. В этом году мы его приурочили к празднованию Дня Победы 9 мая, потому что для нас всех очень важен этот праздник. Наши жители нашей республики большую цену заплатили за эту победу. И мы сегодня хотим показать, что наша республика, она здорова, жива, развивается, смотрит в будущее и хорошо помнит тот подвиг, который был. В мультиспортивной гонке триатлон, состоящий из непрерывного последовательного прохождения 3 этапов – плавания, велогонки и бега, приняли участие более 70 спортсменов. Я участвовала здесь на Титане 2-й раз уже, и участвовала в Сочи на Iron Star. Здесь я в Абхазии 1-й раз вообще, а так участвовала на России, на различных соревнованиях, потом ЮФО, Краснодарский край, Iron Star, Спартакиада. Нравится, очень хорошая трасса, все отлично, прям и красивая, там особенно велотрасса. Та география и локация, которую Сухум может предоставить, она уникальна. Ни одного, в России точно нет старта по триатлону, где можно старт с воды осуществить морской и через 30 метров попасть в транзитную зону и уже выйти на велоэтап. Это уникальная локация, она людям нравится, поэтому уже 2-й год подряд к нам приезжают триатлеты. И я думаю, большая перспектива у нас есть в развитии подобного рода дисциплин. Это и дуатлон, это и горные трейлы, это и горные забеги, забеги в городах. То есть Абхазия, она интересна. Наша задача сделать так, чтобы о том, что у нас есть такие возможности, знало как можно больше людей. Помимо триатлона, немаловажным событием стал 1-й этап нового сезона Кубка Евразии по открытому плаванию. До конца года республика еще дважды встретит Кубок Евразии. 2-й пройдет 5 августа на озере Рица, а завершающий этап 14 октября. Дистанции будут разные, в них могут принять участие и дети. Я 1-й раз участвовала в Сухумском забеге, и я прибежала до финиша, и мне дали медаль. Впервые в Абхазии все те, кто дошли до финала, получили эксклюзивные медали с абхазской символикой и подписями на абхазском языке. А главное, и участники, и зрители получили массу положительных эмоций. Рената Шакай, Саида Гухава, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. И в завершение выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью 12-17, днем 21-26 градусов. Температура морской воды 17 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.